Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, подписчики канала. Здравствуйте, подписчики канала Шаг Мы Земляне. Так, ну замечательно, замечательно. Я вижу, что уже начали подходить. Так, быстрее смотрите правую инфу, начиная с вексельного права. Вооружайся, запасайся. Артем, спасибо, конечно, но YouTube канал бывший Народная дружина, еще раньше бывший Шаг, шаман Александр Габышев, перешел основному владельцу, то есть мне. Меня зовут Юрий Вильгельмович Пробст. Андрей Бойко, бывший основной владелец канала, переведен в ранг менеджера на тот случай, когда у него будет возможность вернуть свой канал обратно. Сегодня я являюсь полноправным владельцем этого канала, и поэтому хотел бы, во-первых, представиться многочисленной аудитории этого канала, ну и поговорить о том, что будет дальше на этом канале. Наверное, вы уже слышали, да, о том, что Александр Габышев предложил нам завести такую тему новую, будь то партия, будь то движение, будь то, ну как угодно, можно пока еще назвать, это пока еще единственное, что это международный общественный проект «Мы земляне». Ну и, как говорится, сегодня я провел эфир, как обычно, в субботу на своем канале «Открытый микрофон Саянск». Далее у нас была встреча с единомышленниками «Мы земляне». Ну да, значит, решил я переименовать сегодня канал, переименовал полностью. Если зайдете на канал, увидите другие, назовем так, баннеры. Поменял логотип. Ну, как говорится, давайте немного о логотипе поговорим. Вот такой вот у нас сегодня, назовем так, логотип. Этот логотип, как Никита Бубин Шамана создавал его, и он сказал, что этот логотип создал искусственный интеллект. Значит так, ну а шапку, ну я уже самостоятельно изготовил. Ну, зайдите на канал непосредственный, ну и сами посмотрите.
Так, что хочу сказать. Ну, во-первых, э, во-первых, как и обещал, на канале не будет удалена никакой ролик. Ну, может быть, только некоторые со временем просто удалю. Те, что касается передачи канала мне, допустим, да. Те ролики, когда Андрей Бойко, ну, назовем так, вас умолял, вас просил помочь ему, выставлял там свои реквизиты и прочее. Ну, чтобы этого как бы не было, всего этого, потому что с этого канала ему помогать уже никто не будет. Ну, а если он все-таки захочет вернуть себе канал, у него всегда есть возможность обратиться ко мне и просто-напросто мы с ним обсудим эту тему, и я ему верну канал, если на то будет у него возможность. Ну, а что больно-то еще говорить? Да, меня зовут Юрий Вильгельмович Пробст. Я живу в Иркутской области, город Саянск. Веду открытый микрофон Саянск уже 4,5, даже больше года. Ну а если кто желает поближе познакомиться, всегда может зайти на этот канал, как говорится, подписываться, ну, ради бога. Желаете, подписывайтесь, не желаете, не подписывайтесь, но можете просто ознакомиться. На своем канале я не гонюсь за деньгами. Создал я в свое время его чисто альтруистически, для того, чтобы у вас была возможность тоже что-либо говорить. На этом канале я также отключил монетизацию. Я не собираюсь у многочисленной аудитории просить донаты, как сегодня говорят, да, выставлять свою карту банковскую для того, чтобы вы там помогали мне развиваться, строить, создавать там ролики какие-то, если я что-либо буду, да, вести вот эти трансляции, тратить, извините, время, а дополнительно тратить время на этот канал. Я не буду просить у вас денег. Об этом я заявляю вам со стопроцентной уверенностью вот в этот самый первый эфир. Чтобы вы все понимали, зачем я здесь, для чего я здесь и почему. Так что насчет того, что банить кого-либо, я тоже скажу. На своем канале я, когда начинал, я очень много людей банил.
по какой-то, ну еще тогда был новичком, как говорится, меня раздражали, очень раздражали боты и прочее. На этом канале я тоже не собираюсь никого банить. Ну а тех, кого Андрей Бойко уже забанил, возвращать тоже не собираюсь. Но опять-таки скажу, у меня тоже есть некоторые, назовем так, принципы. И если кто будет неуважительно относиться к присутствующим на этом стриме, допустим, на канале, кто будет писать комментарии, назовем так, оскорбляющие людей, то бишь подписчиков этого канала, высказываться неподобающе, особенно с матом, ну и прочее, так сказать, подстрекающие к чему-либо, тоже буду удалять. Потому что я вот почитал, было время, почитал комментарии с прошлых видео, даже не касающиеся меня, а другие. Было большое желание удалить, потому что я знаю, каким способом Андрей набрал 44 тысячи подписчиков. Здесь очень большое количество людей, которые не относятся, как я говорю, к свободным людям. Есть просто боты, есть те, кто, как я говорю, некрасиво относится. Вот. Но я не буду банить тех, кто там писал раньше что-либо. Я просто хочу предупредить вот с этого момента, с этого дня, что я буду банить непотребных людей на этом канале. Потому что, во-первых, это неприлично вот вести себя вот на этом вот, на таком канале, как Шаг. Ну и короче, вы поняли. Мне, конечно, тяжело сейчас говорить все то, что мне хотелось бы сделать, когда я там начал все читать. Это кто писал это, тот знает. Так вот, на этом канале я решил продвигать тему мы, международный общественный проект «Мы земляне». Все, что не касается этой темы, будь то СССР,
восстановление СССР, там СССР 2.0, как угодно. Все, что хабатники, я не знаю, все другие темы на этом канале освещаться не будут. Ну и единственный, назовем такой, минус, ну, для меня может быть даже минус, а для кого-то может и плюс. Я не буду приглашать вас к себе в студию, потому как открытый микрофон создавался для того, чтобы вы приходили, вы, подписчики, приходили и говорили. Ну, а мы лишь только заполняли пробелы между вашими выступлениями. А здесь я даже эфиры проводить не буду так часто, может редко, часто, не знаю. Я еще график себе не составил. Вот. Будут здесь, возможно, ролики, будут, возможно, рассказываться то, о чем мы уже что-то сделали. Ну и основная эта задача, как я считаю, пригласить вас именно на обсуждение международного общественного проекта «Мы земляне». Вот. Сегодня мы уже с Никитой и Юджишем провели сегодня 4-ю встречу, тоже кое-что обсуждали. Вот. Ну и вот хотел бы вас с этим обсуждением познакомить. Я маленько по-быстренькому смонтировал ролик, назовем так. Этот ролик также Никита записал в прямом эфире и просто-напросто залил ушел как в прямом эфире на канал «Открытый микрофон», назовем так, «Открытый микрофон Москва», который. Ну, а я его немного подредактировал, как говорится. Ну и предлагаю его посмотреть вам. Ну, а потом, может быть, пару слов еще скажем. Добрый день всем. Так, канал «Открытый микрофон» у нас, да? Очередная встреча. Решили, так, я предложил быстро предварительно записать прямо в эфир. Сейчас просто продиктую, что у нас тут происходит. Мы уже 2 раза встречались на прошлых неделях. Вот, по субботам в 14:00. Вот такие договоренности. То есть это, обсуждаем разные вещи, некоторые такие. Где-то и просто разговариваем, а где-то какие-то конкретные вещи пытаемся сделать. Сейчас покажу, открою сразу демонстрацию. Вот. Сделал я на сайте shamanvoin.ru раздел «Мы земляне», вот кнопочка есть. Раньше мы говорили, да, что Виктор Алексеевич там от шамана вот передает эти письма, зачитывает предложениями. И мы решили использовать это как повод, чтобы собираться хоть раз в неделю. Вот. Текст здесь, значит, ссылка на текст Александра Габышева, вход в Zoom, кнопка есть.
хронологии планирования деятельности — это файлик текстовой, куда я записываю какие-то мысли, чтобы не забыть. Вот, ссылки какие-то, то есть тоже информация. Но это как раз весь рабочий такой процесс у нас, можно сказать, там протекает пока. Плюс группу ВКонтакте вот зарегистрировал Юджеш, тоже с такой аватаркой. Это нам искусственный интеллект, кстати, помог эту аватарку сделать. Мы повыбирали немножко там. Вот. Раздел, ну, группу открою, тоже покажу быстро. Вот. Мы земляне. То есть это все такое еще совсем пустое, просто заготовка, чтобы вы понимали, что технически у нас есть инструменты, где общаться, как-то объединяться, продолжать пытаться. Вот. Раздел на форуме. Форум обновился у меня здесь тоже более такой стал современный. Отдельный раздел «Мы земляне». Тоже пустой абсолютно, только-только еще создал. Регистрация там достаточно простая. Вот. Так, что еще? Значит, основной этот файлик я показал. А, Вот, и сейчас, после этого, сейчас ребята, может, что-то еще добавят от себя, там, информацию за это время, что произошло, или там, что, какие мысли. И после этого мы трансляцию вырубим просто, и дальше будем общаться уже в закрытом режиме, думать, как дальше развиваться. Так, вот. Что еще? Вот это я хотел показать. Фотка, которая, ну, фотошоп, который я делал с шаманом, я загрузил в нейросеть. Картинка такая получилась. Ух Движущийся ты. воин. Ну, это так, как развлечение, да? Ага. Ну, я могу добавить, что да, мы продолжаем каждую субботу встречаться, обсуждать. В прошлый раз мы тоже, ну, Юрий не был, там у него по личным причинам, но мы с Никитой стали обдумывать уже по содержанию какие-то идеи и предлагаем вот на форуме, я вот сейчас только что разместил, текст, который мы написали, ну, ВКонтакте его тоже продублировали. Вот. Ну вот, предлагаю подключаться, обсуждать эти тексты, идеи. Ну почему? Вообще, для чего это, да, казалось бы, делать? Я могу для себя сказать, как я к этому отношусь. А, Ну, вот по сути я являюсь землянином, в принципе, как и мы все. Но сказать, что я прям вот об этом думал, и чего бы я хотел, чтобы было на всей планете, да, как бы оно было устроено, жизнь на всей планете, я так прям основательно, целенаправленно не думал. И вот, вот эта возможность подумать об этом и свое мышление, сознание как-то вот на этот уровень выводить, да, вот для меня это вот интересно. Ну и вот, в принципе, все. И на форуме очень удобно, я думаю, вот. На форуме очень удобно это делать. То есть там можно написать какой-то текст, другой кто-то пишет ответ на этот текст, и вся эта цепочка держится. Вот. Поэтому вот так. То есть очень удобно, мне кажется. Ну и ВКонтакте тоже можно, но ВКонтакте мы больше думаем это делать как ну, для популяризации, то есть социальные сети. Вот так. Вот, все, в принципе. Больше ничего не хотел добавить. Вот так. Юрий, может, спасибо. Всем здравствуйте. Мне тоже как бы интересна эта тема была. Узнал, когда Александр Гавышев предложил создать некое международное такое вот типа сообщество, или как мы еще точно мы его не определили, но он предложил типа партию создать, да. Ну, мы пока еще решаем, партия это или не партия. Единственное, конечно же, хотелось бы привлечь как можно больше людей вот, в обсуждение этой темы. Мы земляне. Вот. И ну, после того, как мы обсудим, некое
некий текст создавать, и этот текст обсуждения, то, что мы обсуждаем, как мы к этому относимся, и вообще это передавать Александру Габышеву. Ну, по крайней мере, может быть, с опозданием, но в любом случае он ответную реакцию от нас, я думаю, что получит. Ну, а для того, чтобы еще больше популяризировать вот это движение, назовем так пока, ну, на сегодняшний день я являюсь, назовем так, основным владельцем YouTube канала. На сегодняшний день это Народная дружина. Раньше он назывался Шаг Шаман Александр Габышев. Вот. И буквально 28 августа 2024 года я стал полным владельцем этого канала. Конечно, 64 тысячи подписчиков это, конечно, обязывает к чему-то, да, но я думаю, что вот то, что у нас здесь как бы будет происходить, не все, конечно, а вот что-то мы, может, запишем, может, какое-то обращение, не обращение, может быть, ну, это будет видно. Ну и как бы вести канал, возможно, переименовать его, это невозможно, если я буду это тоже тему продвигать, конечно же, я назову канал там типа «Мы земляне» или что-то в этом роде. Ну и на нем тоже будем, как говорится, это продвигать. Потому как на своем канале «Открытый микрофон Саянск», да, у меня там есть подписчики, ну, мало кто с этого канала, назовем так, мои подписчики сюда пришли за эти последние 3, сегодня вот 4-я встреча. Ну, вот как-то так, потому как хотел Можно сказать, ее? минутку, хотел сказать о том, что вот мы втроем пока, вот имея Zoom, вроде как бы с одной стороны начинаем, да, эту тему, но это не есть, что мы здесь, ну, как самые администраторы, или кто-либо из нас, самый такой администратор вот этого всего движения, мы земляне. Потому как, ну, здесь у нас полная демократия, во-первых. Ну, вот как-то так. Приходите, обсуждайте, как-то давайте знакомиться, если кто не знаком. А, Ну и, как говорится, до новых встреч. Да, Можно Никита? я чуть-чуть дополню, да, добавлю, вот тоже даже помогу, может быть, чем-то. Вот у Юры правильный взгляд, я считаю, в этом плане. Он ради дела готов просто использовать те ресурсы, которые у него есть. Он ищет эти ресурсы. И, ну, опять же, как бы есть вот это видение, понимание, какая-то линия, да, то есть неважно, там, шаман, не шаман, свободные люди, там, мы земляне или что-то еще. Это все наши каналы, это наш актив, по сути, да, вот мой канал Бубен Шамана, вот открытые микрофоны, у всех сторонников, вот у кого есть свои каналы, в принципе, о чем мы и раньше тоже мы говорили часто, Дима Баиров, там, я тоже, что свои каналы надо создавать, этот актив как-то поддерживать, и он, даже если у нас не получается там объединяться в какие-то моменты, периоды там жизни, этапы проходят, актив все равно остается, вы очень, зрители-то все важны нам, потому что только как бы вот с вашей помощью можно противостоять тем же там кремлеботам, например, там, и, ну, то есть э, они же все добиваются пассивности от нас, понимаете, а нам, значит, надо, соответственно, как-то хоть иногда немного активность эту проявлять. Вот. И опять же вот встают вопросы, я еще подумал, э, которые по ходу тоже видны,
что люди-то некоторые, понимаете, говорят слова одни, вроде как распространяют идеи какие-то шаманы, пытаются связь с ним держать. Но по факту, когда до дела доходит какого-то попытки объединения, они даже не предпринимают эту попытку и действиями своими показывают, как бы, что, ну, не подтверждают, так скажем, да, свои слова, то есть расходятся слова с действиями. Вот мы с Валентином тоже сегодня чуть говорили. Ну все, это я уже там в глубокие вопросы полез. Ну все, спасибо. Вот, то есть это такой промежуточный ролик, чтобы напомнить, что и сказать, что мы все-таки встречаемся периодически по субботам. Все, спасибо. Ну вот, посмотрели нашу четвертую уже встречу. Не знаю, ставьте лайки или не лайки, или дизлайки, как говорят, да? Ну, вот так. Кто-то просто наблюдает, а кто-то что-то делает. То, о чем мы вот говорили, все эти ресурсы, ну, назовем, что мы имеем, да, на сегодняшний день. И повторюсь, это канал Дзен Виктор Алексеевич Егоров, Дед Мороз, запустил. И там выставляет, назовем так, то, что касается «Мы земляне». Ну, его об этом тоже попросил сам Александр Габышев. Выставляет письма от Александра Габышева. Ну, все, что касается вот тоже непосредственно и «Мы земляне». Сайт Бубен Шамана Никита в свое время создал. И сейчас еще открыл страницу, он показывал, да. Группу ВК тоже вот создали буквально на этой неделе. Ну и у нас имеется Zoom, назовем так, проплаченный, да, в котором мы и встречаемся и обсуждаем каждую субботу в 14 часов по Москве. А если у кого имеются какие-либо мысли на этот счет, милости просим, приходите. Чуть позже я еще создам телеграм-канал. И через, назовем так, со временем, через этот телеграм-канал, возможно, и будут люди попадать к нам на Zoom. Ну, это как бы, все мы знаем, да, как всевозможные боты заходят и начинают мешать обсуждению какому-либо. Ну, вот и все, что я хотел сегодня вам рассказать и сказать. Давайте быстренько почитаем ваши комментарии, что вы пишете. Так, ну, так, это у нас открытый микрофон. По-моему, это Амиргали. Как бы, ну, потому что я знаю, что у Мергали есть уже возможность быть администратором канала «Открытый микрофон». Приветствую тебя, Мергали. Ну, если я ошибаюсь, то напиши. Открытый микрофон. Так, ну, Артему я уже ответил в самом начале.
Так, Никита, это я с Ом написал. Так, надо шапку красивую сделать, и я готов помочь. Ну, я тоже ее на коленке быстренько, вот, как говорится, слепил. Ну, если это, у тебя есть более красивый, назовем так, красивая тема, ну, почему бы и нет. Поменять всегда можно. Так, Виктор 55, как всегда. Привет всем землянам и евреям. Ну, Виктор, ну сразу напиши вот здесь, вот, в чате, прямо напиши, кто ты по национальности. Хоть мы будем знать. А за себя я скажу. Родился я в Башкирии, живу в Сибири, женат на бурятке, а сам я немец. И поэтому в следующий раз, Виктор, не надо вот этих вот евреи там, не евреи, армяне, не армяне, всех там по нациям. Это некрасиво. Это ну, назовем так, в детстве. Вот так вот, когда вот дети хотят кого-то там зацепить. Вот они вот на национальность, вот вроде как, типа, а чем тебе плохие евреи? Для меня лично нет плохих наций. Для меня есть хорошие и плохие люди в этих нациях. Я надеюсь, ты меня понял. Так, Легас Вегас. Шалом, православные. Ну, назовем так. Даже я православный считаюсь. Я вам, кто не знает, я вам скажу. Я дважды крещеный. Один раз меня в 5 лет прабабушка крестила. Ну, а уже в более взрослом возрасте меня крестили в церкви. Заодно вместе со своей сестрой, с моим братом младшим. Ну и меня под запарку поп окрестил. Но я сам неверующий. Так что не все мы тут православные. Ну и, может быть, кто-то из-за себя скажет. Напишет, по крайней мере. Но в любом случае, приветствие принимается. Елена Тельва. Добрый вечер всем. Добрый вечер всем вместе. Желаю вам здоровья, счастья и продвижения в Ютубе. Благодарю вас, Елена, благодарю. Надеюсь, лайк был поставлен вами. Ну, это как минимум. Так, опять Виктор 55. Никитос, тебя когда обрезали, похоже, и мозг задели. Ну, опять оскорбление. Вот не может Виктор 55 без оскорблений. У него вот натура такая вот, ходить по YouTube каналам, я бы так сказал, одним словом, по шаманским YouTube каналам, и гадить, гадить и гадить. Вот.
убери свой пост, пожалуйста, сам. Так, правильно, Юрий, опять пишет Виктор 55. Забань Никитоса, он всех кремлеботами обзывает. Нет, Никитоса-то я вот и не забаню. А вот у тебя очень, очень некрасиво. Очень хочется. Но пока не буду. Надеюсь, ты меня поймешь. Так, Елена Тельва. Как дела у Александра Габышева? Ну, у Александра Габышева дела хорошо. Посылки и письма получает от свободных людей регулярно. Этому способствует и копилка Виктора Алексеевича Деда Мороза. Кто не в курсе, зайдите на канал Виктора Алексеевича под названием Виктор Алексеевич Дед Мороз. Ну и смотрите, каждую неделю он выкладывает ролики. Телефонные звонки с Каэланой происходят тоже регулярно. Единственное, что вот Каэлана нынче ездила в Уссурийск в надежде, что ей дадут свидание. Но на сегодняшний день свидания пока не дали. Ну, типа аргументирует тем, что Каэлана, она не родственник Александру Габышеву. Ну, я не буду здесь сейчас говорить о том, кто кому родственник. Это их личное дело. Они сами разберутся. Но в любом случае, переехала и привезла тоже передачи, продукты какие-то, наушники привезла. Александр Габышев просил наушники, вот она им привезла. Ну и, как говорится, пока еще ждет, возможно, все-таки ей дадут свидание. Ну, если дадут, то мы это узнаем. А так, жив-здоров. Звонки, правда, сейчас не по вторникам, а по четвергам. Что еще? Ну, перевели там его в обновленную палату. Сделали ремонт в палате и его перевели. Правда, он сетует на то, что проблема, вот раньше он мог слегка там в коридорчике уединиться, там почитать алгысы и прочее. Вот. Ну, а сейчас у него этого коридорчика нет. Ну, как бы. Ну и пишет письма, отвечает на письма. У него там и даже помощники есть, как он говорил. Возможно, отвечать на ваши письма. Ну, а также пишет более конкретные письма Виктору Алексеевичу Егорову. Потом Виктор Алексеевич их выставляет вот на Дзене. Так что можете зайти, почитать «Рука шамана», как говорится, самостоятельно. Ну или же Виктор Алексеевич в текстовый вариант их переводит. Так что, как говорится, все для вас. Ссылки в описании имеются. Заходите, читайте, знакомьтесь. Так, давайте дальше. Так, открытый микрофон. Мергали, скорее всего, пишет всем здрасте. Еще раз тебе здравствуй. Так, Олег Ас-Вегас. Здесь кремлеботы. Кремботы, а не кремлеботы. Это паранойя.
Ну, паранойя, не паранойя, а этот вот термин кремлеботы как раз вот, я не знаю, на других каналах до 19 года я как-то особенно-то не встречал. Вот. Ну, есть такое, есть. А, я даже вон больше скажу. Я собственного брата называю кремлеботом, потому что он приверженец нашего ненаглядного солнцеликого. Так, Елена Тельва, привет из Германии. Ну, приветствую еще раз вас из Германии. У меня тоже имеются родственники в Германии, но сам я пока туда не собираюсь. Так, Олегас Вегас. Это шовинизм называется. Ну, пусть это как угодно называется. А боты, они и есть боты. Кремли или чьи они там. Почему их назвали кремлеботами? Потому что вот есть такая служба у Кремля, да, которая непосредственно вот надо вести какой-нибудь эфир там и прочее, где надо что-то до людей важное донести. И это не нравится, назовем так, Кремлю. И туда нанимаются, просто даже сколько раз видел, нанимаются люди, которые тупо начинают спамить, ну и хаять все то, что пытаются донести до людей. И вот их вот и назвали кремлеботы. Вот и все. Так что обижаться? Ну, они боты, если боты. Они специально гуляют, они за это денежку даже получают. Так что шовинизм или как угодно, я не знаю. Решайте сами. Так, Олегас Вегас. Не оглашайте письма шамана, пока его на вязки с уколами не начали колоть. Ну, назовем так, оглашать особенно мы тоже решили. Вот на этом канале как минимум. Я не собираюсь вам их зачитывать и прочее. Ну, может быть, что-то более когда-нибудь посчитаю нужным, возможно. Ну, а так, информация у нас выкладывается. Заходите, подписывайтесь на Дзен. Заходите не знаю, в группу в ВК. Заходите. Ну, позже я вот выставлю, возможно, свой телеграм-канал по этому поводу. Типа так и назову, наверное, скорее всего, «Шаг мы земляне». Так что информацию получать можно не только с Ютуба. Вот. Так. Елена Тельва. Какой-то у вас смайлик сожаления. Интересно. На что сожалеете? Так, Олег Вегас. Визо Гара Уруй Айхал. Да, Уруй Айхал. Так, еще раз Олегас Вегас. Сегодня свежий ролик. Свежий ролик Дед Мороз. Да, был ролик буквально
Может быть, сейчас уже есть. Ну, мне некогда было наблюдать, уже после моей трансляции был занят. Возможно, что-то новенькое. Так, а может завтра, может послезавтра, главное, фрукты передали. Ну, вот, ну, фрукты еще передает каждую неделю Наталья Стальная. Для этого Виктор Алексеевич Егоров и, назовем так, ведет сбор на добрую копилку. Регулярно разнообразные продукты, ну и в основном, конечно, то, что возможно передать, ну и где-то некоторые пожелания Александра Габышева, как, допустим, пожелал он кусочки манго. Ну, что ж, выполнили его желание. Наталья Стальная нашла кусочки манго и уже несколько раз отправляла ему, привозила. Ну, самое главное, что то, что мы передаем, то, что она вот в корзину, назовем так, складывает, все бывает за редким и очень редким исключением, передачи не поступают. Ну, в смысле, их не принимают. Так что все там имеется. И витамины, и яблоки, и апельсины, и мандарины, и, ну, как говорится, Александр Габышев в этом, как говорится, не бедствует. Ну и мало того, там не только для одного Александра Габышева, Александр Габышев он также делится со своими, с кем он находится в одной палате. Так что не переживайте. Ну а тот, кто сам желает поучаствовать, конечно же, переходите на канал Виктора Алексеевича Егоров. Там и он размещает свои реквизиты в добрую копилку. Ну и помогайте. Как говорится, кто чем может, это будет ваш вклад в помощь Александру Габышеву. Да, не скажу, что ему там весело так, вот, но держится бодро, сознание нормальное. Видно, что вот были даже звонки, аудио Кайлана записывала, тоже все прекрасно, все нормально. Такой голос, видно, что не заторможенный, нормальный. Ну и сами тексты, которые он пишет, тоже видно, что сознанием дела пишет. Так что так, Олег Вегас, пипец, пропал канал. Ну что ж, Олег Вегас, если канал пропал, значит пропал. У меня же трансляция идет. Сейчас я проверю. Да нет, ни канал не пропал, и трансляция не пропала. Ну, а то, что у некоторых задержка Ютуба, ну что ж сделать. Пропадет YouTube в России, ну, вообще. Ну, значит, пропадете и вы. Хотя есть у меня тоже на этот счет дополнительная, так сказать, площадка. Тоже, назовем так, ну, создал я специально для того, чтобы вдруг проблемы будут с Ютубом. На нем еще только всего один подписчик. Так что, если что,
возможно, на тех ресурсах, которые вот имеются сейчас под этим роликом, по ссылкам, этот ресурс, на котором я также могу вести также прямые эфиры, я тоже буду там размещать. Так что, кто желает не потеряться, не потеряется. Ну а кто теряется, ну что ж, значит ему так это надо. Ну что ж, друзья, наверное, на первый раз достаточно. 50 минут в эфире, даже больше, 56. Был рад познакомиться с вами. Будем продвигать и дальше. Движение «Шаг», ну и международный общественный проект «Мы земляне». Всех благодарю. Ну и до новых встреч. До новых встреч в эфире. Уруяйхал.